Прапрадедушка был мулой, его потом расстреляли, в 1937 году забрали, где похоронение известно. Ну, Ахманай как гордость для меня, да, как Наманган, вот других не надо. Вот почему-то я Наманган считаю своими. А у вас была какая-то большая мечта? Как таковой нет. Но больше у меня положительного, чем отрицательного. Вот 40 отрицательного, 60 положительного. Конечно, я вот чувствую вину за собой, я не удовлетворил вас своим ответом. Я же говорил, я не герой, я обычный человек своими достатками, недостатками. Мама рассказывает, когда она родилась в 30-м году, уже тогда у них был медная кастрюля, медная. Набрали туда пшеницу, с этой кастрюлей вагоны их погрузили. Вот это пшеницу, конечно, по пути съели, а кастрюлю этой даже в голодные времена не отдали ни узбекам, ни потеряли, ни променяли на какую-то еду. Вот так все, что они забрали в 44-м, вот этот товарищ всю дорогу проделал и вернулся, еще вот 30 с лишним лет живет здесь. Сейчас ему 92 года. В 30-м году ему будет 100 лет. А когда его сделали, может, еще раньше, столько внимания, и ваша гордость за него берет. Да я сам горжусь, говорю, у меня в доме Казан, говорит, 92 года. Столько лет человек не живет, а железо еще не переплавили. Откуда эта гордость? Это такая безвинная, ненужная гордость. Ни к чему не обязывающая. Ну, гордость, и все какой-то аттестат. Мама, папа хвалили этот Казан. Вот Казан. И вот этот Казан теперь, как у русских икон, так у меня это Казан теперь. А ваши братья не захотят его взять домой, чтобы тоже держать его? Да они старше меня, они раньше меня умрут, если я самый младший. А дети вот так возьмут, пинут куда-нибудь на металлом. Но вы себя считаете акманайским? Да. Чисто я сам горжусь этим. Слово Ахманай для меня это все, как Наманган. Когда пошли разговоры о том, чтобы возвращаться в Крым, ну, родители думали возвращаться, не возвращаться? Сразу. Даже вот я говорю, в 1988 году папа сам рванул, когда еще не было массового этого ура, пошли в Крым. Вот я говорю, что мы ахманайские, в смысле, я говорю мы, но учитывая то, что папа, мама, дедушка, бабушка, прапрадедушка, прабабушка. Вот, я их упоминаю, потому что они там жили, а сам-то я наманганский. А вы в Намангане когда последний раз были? Ну, уехал в 90-м году, все. Нет, желание где-то есть, вернуться вот так, вернуться. Сейчас мне что Просто тебе? посмотреть? Нет, если бы сейчас я один, мне терять нечего. Думаю, вот сейчас бы, если у меня жизнь такая плохая была бы, я бы рванулся там, где я родился, там и пригодился. Но там же все равно я не купил бы. Если бы тот дом у меня был бы, сейчас стоял бы, не проданный, я бы и вернулся бы. А что бы нет? То есть вы бы вернулись? Но почему бы нет? Потому что здесь тоже просвета нет, и там просвет нет. Но зато там, как говорится, родина. Родина все-таки там моя, а ихняя родина, родители здесь. Но все равно наша родина общая, говорится, предков, общая наша здесь. Было 7, 2 умерло, осталось нас 5. 2 сестры в Армянске, брат в Севастополе, 1 брат в Джанко, и я 5, самый младший. У вас не было мысли, переехать отсюда? Когда-то родители смотрели, Базгекарама, бар, Стеген Ердаин, Ал, я Шейбер. А я говорю, нет, я младший, буду сидеть. Я сидел тут. А потом что-то, папа умер, потом уже маму оставить нельзя было, все барану-марану, всех потом продал за 3 копейки, как говорится. Ну, потом сидел, смотрел уже за ихнюю пенсию, за ее пенсию, смотрел ее и жил. В 13 году, она когда умерла, ее пенсия была 1570. Это была очень большая пенсия. Ну, фактически не я ее смотрел, она меня смотрела. Хотя я ее смотрел, но за ее пенсию я жил. Инвалидность вы когда получили? В 2014 году. В 2014? Да. А до этого вы чем занимались? Вот, говоришь, маму смотрел 4 года. Просто маму смотрел 4 года. Я не отходил от нее, уже ничего не было в доме. То куры были, штук 40 или 50 кур было. Последних, правда, 20 кур я так подарил, 22 куры я подарил, вот так просто подарил. А почему подарили? Ну, вот так, подарил и все. Не стал смотреть, потому что я один остался. Вам братья, сестры не предложили, мол, давай к нам перебирайся? Нет, это, во-первых, нет, и не предложил, а во-вторых, я сам не такой. И ой, давай, зачем быть обузой? Для кого-то, ой, возьми меня на попечение, зачем? У меня, во-первых, свою гордость, если что, я тебя не смогу прокормить. У меня, во-первых, когда не было пенсии, да, я мыкался и чуть ли не голодал, хлеб один был и с водой, было, черт, было, а что нет? При Украине была
вторая группа. Потом в Россию в 2014 году мы перешли, мне Россия сделала третью группу. Эта группа вторая, она не рабочая. Я не имел бы права работать. А при России мне сделали третью, иди работай. То есть у вас рабочая группа? Да. Но работы нету. У вас какая специальность? Не было, я никогда не работал. Я учебу бросил на Мангане. Здесь приехал, базар у меня был. Все видели, меня тут на базаре я все время был. Работали Купи, на базаре? продай, да, и хозяйство было, телки были, коровы были, гуси, козы, утки, все было. Я не нищенствовал. Я всегда не хотел работать на кого-то. Почему я и никогда вот за свои вот, сколько вот сейчас прибавить, мне 50 лет будет, я нигде не работал, у меня трудовой книжки нету, я ни под кем не был, как говорится, никаким начальством, ни на каком предприятии, никто на меня не орал, я не любил, чтобы на меня кричали. И в это слово зависимый быть, порабощенный, что ли, или подчиненный, я не любил. Я хотел, чтобы я был начальник. Вот это во мне жилка и была, и будет. Я поэтому и работал ни на кого и не буду. У вас же был выбор начать работать в поле и сохранить мамины украшения, какое-то кольцо хотя бы? Ну, тогда, как говорится, и не думалось об этом. Взял это, потому что лежит же вон, легкий путь есть. Когда есть легкий путь, о другом пути не думаешь, берешь и в первую очередь даешь то, что из дома можно вынести. А когда уже совсем уже в тупик тебя судьба загоняет, тогда ты идешь уже. И то не пошел. Был период. И потом, когда это все закончилось, я не ходил. Но, ну, знаете, оно есть такая, не быть на второй ступеньке, как говорится. Я не любил вот этого. Все знают. Я вот лучше буду хлеб с водой, как говорится, на хлебе и воде жить, но на дядю работать не буду. Вот не знаю почему. Вот какой-то вот такой я. Ну, трудно это объяснить. И многие такие. Почему и начальниками потом становятся? Личное дело начинает какое-то на базаре. Я тоже на базаре сидел, я тоже бросил. Если не бросил, я бы тоже раскрутился. И дома там рядом с Нижегорском, базар был. Я мог бы там дом купить вот в Нижегорске, и жил бы, все удивлялись. А я вот что-то упустил этот момент. А так сидел бы, свою точку имел, свой какой-нибудь контейнер, свой какой-то бизнес на рынке. Но как-то упустил это свое время. Все по легкомыслию, по молодости. Многие остались, я смотрю, сейчас расцвели, там, расширились. Не знаю, вот у меня сестра покойная в Симферополе жила. Они жили в Фергане. Они там продали двухкомнатную квартиру в 92 году за $2000. Сюда приехали, купили тут вагончик в Дубках и жили. И потихоньку в Симферополь начали, сначала метр вот так взяли, стали. Купили там электроприборы, откуда-то взяли, потом продали. Эту разницу вложили, купили больше товару. Потом расширились, и за 2-3 года они так расширились. И вот потом они стали вот одни, вот их сейчас все знают, очень самые одни из богатых в Симферополе. Правда, она потом учебу бросила, значит, не учебу, а учителем она русского языка и литературы работала, бросила, стала на рынке продавать этот товар, на холоде стояла от сырости, там у нее какой-то черяк на ноге появился, она не придала этому значения, она дала осложнение, потом рак кожи, она умерла. Но смысл того, что она разбогатела, в погоне за длинным рублем, как говорится, ей всем детям дома купила. Она, наверное, детей хотела? Да, обеспечила, но не уследила за вот этой, как говорится, болячкой и упустила возможность, и потом от рака кожи умерла. Но, так что вот, даже она могла после, то есть она даже смогла расширить свое благосостояние и разбогатеть. И я тоже так же мог. Но я ушел, почему, по легкой мысли. Все по молодости совершаешь ошибки. С полпути спрыгнул. Поэтому были возможности там сидеть и до сих пор процветать. И не работать на дядю. Вот этот ответ. Ну, то, что я ни за что не пошел бы, даже пойти на поле. Как это? Даже, не ходил бы я бы. И сейчас мне скажут, так, возьму за шкирку, иди. Я не пойду, потому что вот не тот у меня характер. На меня один раз вякнут, я тоже вякну, и все равно меня уволят. Я тоже не сдержанный. Если меня начинает голос проезжать, я тоже буря в стакане, понимаете, могу устроить. Вроде так спокойно говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Это вроде ничего плохого нет, работаешь. Крики, когда на меня кричат, я не могу это перенести. У меня это то ли такой, не знаю, какой характер, то ли психика такая у меня, бахарма, с имя бахарма. Вот не кричи на меня все. Вот это, и поэтому, почему я и живу вот так, брузом, тихо, мирно. Или какой-то будет разговор, кто-то голос на меня повысит, я уже конфликтный становлюсь. Вот это правда. Поэтому меня тут мало кто знает. Но если
на скандал напрутся, я тоже отпор даю словесный, а может даже и физическими, правда, с меня физического толку нет, у меня один раз дадут, я в землю уйду, я легкий, маленький. Но все равно, как говорится, это ладно, в Азии был такой закон был чести. Лучше умереть с честью, чем жить с позором. Я лучше отстаю себя, получу, умру, но огрызнусь и свою точку зрения выскажу. Ну, а наперед не догадывать никто не знает своей будущей жизни. Как я могу определить свою на год, на 2, на 10 лет вперед, что будет? Ну, планируешь, а там что будет, никто не знает. Человек предполагает, Господь располагает, я не знаю. Сказать, вот я этого хочу, а оно в основном в большей степени не получалось. Вот то, что там распределяет, как это, там наверху, корректирует наши действия. Если положено будет, нет, значит, не положено, не будет. Как насчет семьи вы говорили, вот почему не семья. Ну, а почему не семья? Ну, потому что вот такая судьба. Я предпринимал, конечно, попытки, что-то было, что-то не было, кто-то мне нравился, кому-то я не нравился. По разным причинам были какие-то какие-то расхождения. Кто-то первый был зачинщиком расставания. Все это было в моей жизни. Я не знаю, что я затворник такой, монах, и я не глядел, я не хотел, не смотрел на девушек. Нет, ну, все, что не делаю, все к лучшему. Может, это лучше впереди, я не знаю. Ну, тут куры были. До 40 штук было. А там сарай был, он сейчас уже шаткой валки, за 30 лет он уже подперся этими досками. Ну, там бараны были, коровы были, козы были. И главное, на таком маленьком сарайчике все уживались. Когда его не ремонтируешь, оно же все разваливается. Оно уже все. Все, задняя часть упала. Все же это все заброшено. Курятники тут были тоже, они тоже все уже разрушились. Все это же все. Я как бы руки опустил, живу вот так. Огород мне уже не нужен. Знаете, есть такой период упадочный. Руки опустил. Живешь просто. Больше как бы план не делаешь, плывешь по течению. Что будет, то будет. Как-то не будет такой момент, когда я опять встрепенусь, опять как финист, как говорится, из пепла восстану. Но это когда будет, я не знаю. В этом доме держали свиней. Папа, говорю же, он такой не лентяй, работящий, он все это вычистил. Вот этот пол не видно было, вот такой слой был говна, навоза. Он это скребал, вот эти стенки все соскребал. А это до того, как вы приехали из армии? Я был в 92-м приехал, а они в 90-м ноябре приехали. И вот это все он соскребал. Все это, здесь свиньи были, вот этот свинарник у него был. Сейчас я уже в свинарнике, получается. Ну, собственно, говорится, из-за собственной лени и болезни. И сейчас он в запустении, запущенный. А почему он сейчас в запустении? Потому что я один не могу за собой все это. Как я все сдвину, как я побелю, как я замажу. Мне этот диван не сдвинуть. А это же надо, чтобы 2 человека было. У меня часто батарейка садится. Ненадолго не хватает. Сейчас я. Батарея садится. Если заменить. Сейчас. Вот, АТР сейчас найду. Ой, в Узбекистане жили 18 лет. Узбекский знаю совершенство, потому что в Узбекистане на вокзале, в школе, на стадионе. Фильмы узбекские, и с узбеками разговаривал. Я пришел в Узбекистан, я узбекский знаю хорошо. По-крымско-татарски вы говорите? Естественно, без билемента ей. Я был молодой, я тоже не знал. Мама, папа все время говорил, ой, родственные, вливалганцы, юспайты, на захран татарцы, видела 15 еды, бабасам, ее куча-то татарча лапетность, эрда им родственные, видела 15. Я говорю, хоп, я тоже тогда дуб-дубом был. А с годами, общаясь, или телевизор, через периодику, газет, или общение, человек все равно потом проглатывает этот язык. Пусть даже бытовую, на бытовом уровне. Литературу мы не знаем, мы бытовом уровне. Ой, хошкинзау, и начинает человек уже запоминать эти слова, фразы. Я вот в 25 тоже плохо знал татарский. Мы же на русском разговаривали на Мангане. Европейцами все считали русский класс, русский институт, русский стадион, русский базар. И
А когда сюда приехали, все уже, как-то все поменялось. Тут мы начали разговаривать на татарском. Откуда ни возьмись, и пошла речь, и оно начало запоминаться. Вот как украинскую мову. Я дуже размовляю на украинской мове. Так же и татар с остальными якшеблями, да? Оно, общение, оно заставляет как бы впитывать как губку тот язык, на котором ты, если не общаешься, хотя бы в том государстве живешь, где ты слышишь эту речь. Дети, если родились были бы, я бы дал бы свое знание, а в дальнейшем я еще больше узнал бы. Потому что в 60 лет я знал бы больше. Как стакан, наполняющий водой. Стакан наполняется водой, пока через край не переливается, правильно? Также сейчас, когда в 25 я знал, вот, как на донышке была вода. Потом в Крым приехал, в 96-м, 98-м я знал, как полстакана, если воду набрать. А потом уже, когда стал, вот уже, сейчас уже не наполняет стакан, я не говорю, я пропью, знаю, 100%. Ну, процентов 70 я знаю, обычного такого разговорного, бытового уровня речь. А так, чтобы, как вот по телевизору, нет, конечно, я намного уступаю им. Там вообще молодцы, там они учились 5 лет в университетах, они как-то практиковали эту речь, развивали, а мы-то что? Мы бытовом уровне, садись, кушай, пожалуйста, до свидания, приходи еще, где ты был, ой, где ты там шлялся. Вот так мы знаем, да, такой уровень. А они же все завуалированы, там какие-то слова у них, мы даже эти слова никогда не слышали. Также и узбекская речь. Узбек знает бытовой уровень, бытовой язык. А литературный там тоже дремучий лес. Там такие слова, которые... Я узбекам говорю, ну-ка скажи пешком, как будет? Он говорит, пешком, да, пешком, пешком, мы за пешком, да, пешком. Они не знают, что такое пешком. Перевод, понимаете? Вот и все. А уларда пешком. Они могли пешком. А если было, вот как, допустим, в Иране один иранский, или, допустим, в Турции один турецкий, других языков нет, тогда бы знали бы лучше. А у нас же там перемешано, вот так мы. Наполовину скажем на русском, половину скажем узбекском, стрянет слово какое-нибудь татарское, и у нас в перемешку идет, да, вот так, как в Индии. В Индии тоже была эта колония английская. Индиец говорит, потом раз у него английский, потом опять индийский, ну, хинди. У них тоже перемешано. Также вот я знаю одного араба, Алжира, он знает русский хорошо, тут в Таврическом учился, в Вернадском. Короче, он сейчас знает русский хорошо. А он французский знает, потому что французская колония была. И он французский знает, но он и арабский знает, он сейчас русский тоже знает, здесь учился 5 лет. Вот 3 языка тоже, понимаете? Вот так же и мы. Русский, узбекский, татарский. И вот сейчас я самоучкой, пока был спутник, пока этот сигнал не ушел, я по телевизору лет 5 изучал с нуля фарси. Я научил 30%, потому что я слушаю постоянно. Сейчас просто сигнал пропал. Мне нужно нанять человека, и он меня восстановит. Вот он говорит, допустим, доброе утро, потом говорит до свидания, и ты понимаешь, ты его постоянно слышишь без перевода. Вот они говорят, допустим, доброе утро, соп бехир, или говорят до свидания, ходахафес, это ты уже понимаешь. В начале передачи приветствует и в конце вращается. Общий смысл понимаю. Ну так 30%, говорю же. И вот 30%. Вот они тоже говорят, большое спасибо за помощь. Какую-нибудь помощь вот оказывают. И вот даже вот мне подарок какой-нибудь сделали, вот сейчас вы или вот он, который вот приехал с вами. Американский. Я тоже поблагодарил бы его вот так на фарсе. Большое спасибо за помощь. На фарсе будет Астомамнунан Барой Камахат. Старые эти вещи, которые закупим, все новые. Но вы их храните, потому что они... Потому что я их не одеваю. Куда я одену их? Да и зачем? Не, а у вас есть старые, ну, мамины вещи старые? Ну, там какие-то, может быть, я не знаю, ну, что-то памятное. Да, ну, нет, мама умерла, все уничтожили, зажгли. Почему? Ну, потому что маму, кто ее носить будет? Я, что ли, буду носить? Не, ну, как память, я имею в Да, виду. ну, это все хлам носить. Это все мамино, наследие мамино. Это и даже и мое там, ну, там все новое, не ношенное. Но это все вещи, просто вещи, все новое, оно не пользованное. А вы зачем храните? Ай, некуда мне их одевать. Хотите, вам подарю. Просто некуда одевать. У меня вот это есть, вот даже утюг новой упаковки стоит 2004 года, я ему ни разу не пользовался. Я ношу такое неглаженное, я лентяй гладить не люблю, все ношу неглаженное, чтобы не гладить, чтобы не было стрелок. Вот, все это гладить надо, это же гладить надо, а я лентяй гладить не умею. А это не мужское дело гладить, это женщина должна гладить. Ну что там показывать, все носить не буду, все это новое, вон даже с бирками, вон советские бирки еще, которые цена 3 рубля. У мамы у нее запас там в сарае, там вообще до сих пор все у нее там с намангана еще.
лежит все. И стиральный порошок, и водка, и спички, все еще лежит. Она запасливая была. Все брала ящиками, пачками. Не знаю, вот. Ну вот, все новое. Я говорю, хоть прямо на продажу. Я даже никогда его не носил. Вы не подумайте, что я с кооператива ношу, как был Плюшкин, который домой все носил. Я не хочу просто его носить. Куда я дену? Я здесь один живу, тут наоборот, даже если оденешь, смотрят на тебя, как на дурака, и думают, а куда ты так принарядился? И потом комплекс такой появляется. Зачем я его вообще одел? На меня так смотрят, как будто я на голову ведро одел. А когда вот так одеваешься из общей массы, не выделяешься, люди не обращают на тебя внимания. А уж он же арушин кисен, сразу подумают, на свадьбу, что ли, собрался? А куда ты оденешь хорошую одежду? Только на свадьбу, я на свадьбу не хожу. И поэтому... А кому мне на чахарачах? Я куда пойду? Я один тут живу, меня тут никто и не знает. У Лары уже все, как говорится, женаты, переженаты, уже все свадьбы закончились. А дети еще маленькие, им еще до свадьбы далеко, к тому времени буду жить, я еще увижу эту их свадьбу, нет. У вас нет ничего, что напоминало бы про отца, про мать, вот что-то какая-то вещь сувенирная, ну там может быть какая-то, не знаю, брошка, там, ну что-то. Все Вот это уничтожено. Было все маме. Ну все как уходит человек, за ним уходят все его вещи. Уничтожаются, раздаются, сжигаются. Ну у нас так, что его хранить? у всех крымских татар, ну у них какое-то колечко, какие-то серьги были. У вас А ничего все такого? это было у мамы, когда мама умерла. Я все это, когда пенсии не было, я все ломбард за 3 копейки сдал. Жить надо было на что-то. Пенсии не было тогда, я все ее скарб, ломбард сдал. А там за даром брали все. Были у нее перстень, было и все, и цепочка с кулоном, еще 3 обручальных кольца, еще нам, которые отложила к жене, и свое я сдал. Ну, время же идет, кушать хочется, все это дается, а ломбард за 3 рубля берет, образно, за даром. Там у него вообще процент такой копеечный, а тебе хочется, ты сдашь, и да спасибо. Только чтобы, потому что когда она умерла и пенсии не было, все, я пару лет сидел нищий. Я сидел и все золото снес. И сейчас, может, жалею, но цена сейчас бы возросла бы и более подороже продал бы. И бензопилы были, и катушки с проводами, и провода. Папа у меня электрик был. Все, я, и все остальное, я, и телевизор один, и все. Когда кушать хочешь, сдаешь. Много чего ушло. И своего ушло, и их не ушло. И поэтому от папы, от мамы сейчас памяти никакой. Только вот папина, сейчас я поковыряю сундуки, и его отличный аттестат только остался, гордость. Его осталось только портрет. А вы этим аттестатом гордитесь сами? Конечно, даже иногда в рамку хочу его поставить. Ну, на стене не повесишь аттестат, глупо и стыдно, и непонятно. А так повесил бы. Как говорится, есть паровоз, а есть вагон. Я как вагон, паровоз не хватает. Одичаешь поневоле, живешь тут один уже как бы привык, уже как бы убаюкиваешь себя этой ситуацией, которая, наверное, уже тебя устраивает, которая уже ни к чему не приведет, никаким изменениям. Живешь просто. Не постал города. И все сейчас женятся на русских. Через один. Все это не приветствует. Осуждают. Зачем? Тут вон татарин и девушка, татарка сидит одна. А тут оба идут женятся на русских. Как говорится, выходят замуж за русских. Зачем это нужно? Я не знаю. Многие просто добро дают родители. Просто удивительно. Потом эти браки недолговечные, они все равно потом, пух, как мыльные пузыри лопаются, разбегаются. Только русское население увеличивается, и все. Чужое одеяло она не согреет. Как на голову себе не тень, а ноги все равно открытыми останутся. Я вот никогда не приветствовал смешные браки. Я злой начал, вот такой, как собака на кошку, как мышка, как кошка на мышку. Нельзя, ну как так? Нет, пусть не обижается, если у вас кто-то есть, тут, кто женился или замуж вышел за русскую. Заранее извиняюсь, но я не пойдет. А там, сука, сидят сиднем, как принцесса на горошине, ждут свою половину. Правда, они выбирают, что-то там хотят с расчетом, там нравится, не нравится. Возьмешь за шкирку, эй, мама, папа, как раньше в средневековье. Мама сказала, папа сказал, вон, иди, все, женись. Сейчас же мама не хочу, папа не хочу. Сейчас современные стали. Харап начали свои эти выкидоны делать, как говорится. Надо просто, что мама скажет, что папа скажет. Так, ну не знаю, я бы так, мама был бы, я бы себе был бы родителем, я бы не отдал бы свою дочь до русского. И я ей сказал бы, или вон давай за татарина, или все, до свидания. Я с папой
мало общался. А с мамой я вечно крутился. Вечно, я помню, как с детства я все время с мамой. С мамой, и вот до самой смерти умирая, я был с мамой. Папа как-то, не то, что я ее не любил, он отдаленный был от меня. Он не был таким сентиментальным, таким мягким. Он был такой, как есть, мужик. Я говорю, вернуть бы их на 5 минут. Я бы любую просьбу выполнил, которую могу, ну, по возможности. Ну, там что-то сделать, ну, не помыть, там что-то, еду приготовить, их вещи постирать или там что-то вот. А тогда же этого не делал. И сказали мне, эй, мам, времени нету. И даже и ругались бывало по мелочам. Опять же, я был инициатором скандала. Просто так. А им просто хотелось помощь. Обычная человеческая помощь по огороду. Им больше не надо было. Они в огороде ковырялись, как жуки, но вот им этого хватало. И им хотелось, когда они уставали, иди, заделай, сынок. А я правду говорил, мог бы и заделать потом, а это не убежало бы. Ну, для них казалось, что это обидно было. Вот они мою просьбу он не выполнил. Был такой. Я потом бы доделал бы. А они говорили, а потом это потом. Потом они брали сами, доделали. Были и такие моменты. Они постоянно мне снятся. Вот, именно вот они, никто другой. И с нами жил брат, который умер. Вот он. Но он реже. В основном папа, мама. Папа, мама. Ну, что я хотел сказать. Ну, уже как бы с годами уже, вот я уже 10 лет почти как мамы нет, но просто 10 лет. Нет, не 10, 9. Я уже другой стал. Конечно, если она сейчас была бы лучше, даже жива была бы, я уже по-другому вел бы, конечно, с ней, даже при жизни. Потому что тогда я был более такой, ну, как говорится, все равно с годами человек мудреет, что ли, уважать больше больше ценит родителей. Потому что сам уже стариком становишься. А в молодости, ну, как... Что бы вы ей сказали, маме? Как всегда, больше сказал бы слова любви, наверное, больше бы. Помочь бы по возможности, а слова бы теплых сказал больше в ее адрес. Ну, то же самое, ей бы больше приятно было, как мне сейчас кто-то сказал бы, из моих детей, если были, папа, я тебя люблю. Я бы даже до слез, я сейчас сентиментально растрогался бы. Я бы слезу выпустил бы. Ну, так же и они бы, наверное, ну, просто то, что в молодости не слышали от этого своего чада, тут ни с того ни с сего, он мне тут разродился, сказал, я тебя люблю. Они бы тоже, наверное, бы удивились бы, сказали, что-то не то с моим сыном, что это он сегодня такой добренький, что это он так хорошие такие слова в мой адрес говорит. Так же и удивились бы, наверное. Ну, а сказал бы только вот слова теплые, как я их уважаю, ценю, люблю. Но сейчас их нет, это уже, как говорится... Так что бы вы ей сказали, маме? Ну, а сказал бы только вот слова теплые, как я их уважаю, ценю, люблю. Но сейчас их нет. Это уже, как говорится... А вы не говорили никогда им? Честно сказать, при жизни никто, наверное, так не говорит. Я не говорил. Не говорил, я врать не буду. Кто я такой? И никто даже не заметит, что был такой человек. А что вы хотите после себя Ну, оставить? хотя бы потомство, хотя бы один, хотя бы ребенок был бы для меня достаточно. Не обязательно там плеяду спиногрызов. Хотя бы один. Просто, когда молодой, еще можно исправить. И поэтому советы дают, говорят же, легко давать советы другим, но не себе. Советы даешь, а человек эти советы все равно послушает и все равно по-своему сделает. Узендегенетер. Так что и советы давать не надо. А в молодости я так. Летал, не долетался. Ну, в принципе, что? На себя не жалуюсь. Как говорится, как каждый кунец своего счастья. Чего хотел, того и добился. Хотел бы по-другому, было бы по-другому. Сам виноват. Неправильно живешь. Да многие в жизни ошибки совершают. Не только я. Многие. Каждый. Нет такого человека, который не совершил ошибку в своей жизни. Просто, когда молодой, еще можно исправить. И поэтому советы дают, говорят же, легко давать советы другим, но не себе. Советы даешь, а человек эти советы все равно послушает и все равно по-своему сделает. Узендегенетер. Так что и советы давать не надо. Сам, если плохо живешь, то какой с тебя советчик? Что ты можешь советовать? Хотели бы жить вечно? Да, конечно. Планируешь, а там что будет, никто не знает. Человек располагает, Господь располагает, я не знаю.
Хотя и других проволоков они... А нет, проволоку повесить можно. Ну, была, не была, нет. Украдут, украдут. Что тут воровать? Ну, украдут, украдут. Чё? Хотя что тут воровать? А свет, газ, вода? Да, нет, газа нет, вода есть. А воды у меня много не уходит. Вообще не уходит. Я же огородом не занимаюсь. А помыться туда-сюда у меня ведров на 3 дня хватает. Ну а где вы берете? В кране течет? Кран, да. У меня вот кран есть. Долгое время не было, потом сделали. А сколько домов в селе? 7. И вот целое отдельное село считается 7 домов? Да. Оно и было раньше так. Когда была депортация, война, получается, каждый умерший ребенок – это несостоявшаяся семья. И вот представьте, вот 5 человек, да, 5 детей. Они создали бы 5 семей. То есть это как минимум 2, 3, 5 детей новых. То есть целая получается ветка людей. А у вас, получается, ну, не получилось семью создать. Вот. Если вам сказали, вот ты свою жизнь отдашь ради 5 совершенно незнакомых людей, вы бы отдали ее? Ну, так сразу сказать, с точки зрения патриотизма, да. Не с точки зрения, вот как вы чувствуете? Я еще и живу, я еще могу состояться, 50 лет это еще не предел, что потому что конец, друзья, перечеркивает, говорит, старичка, еще, мне еще сюда получится. Ну, сейчас за угла кто-то появится, я просто... Это не значит, что у меня нет будет людей в моей жизни. Но вы еще, ну, надеетесь, что у вас На будет дети? всякий, если не идея, хотя бы человек, пусть будет, все хорошо. Какая старость, как у Снегурочки. Дед с бабой не имели детей, но Снегурочка, Снегурочка, сидели на нее, смотрели на нее через окошко, пока весна не наступила, и она не растала. Образ там уже какой-то период можно жить с кем-то. А ребенка с детдома вы взяли? А я дееспособный, это если женщина не может. Нет, этого чужого я бы не взял. Сразу говорю. Почему? Нет, вот я говорю, вот честно отвечать надо, значит честно отвечать. Нет, свое свое. Или никакое. Вот это принцип с меня. То есть даже если бы, ну, у вас своих не было бы, вы чужого не взяли? Нет, это не родное, не мое. Ну, я не Ну, хочу. вы бы изменили его жизнь? Не, найдется другой. Ну, нет, я вот скажу, вот вы любите ответы точные получать. Я их вам не оставил. Вы когда вам задавали, вот сейчас насчет 5 детей не готов. Не то, что не ответить, не готов отдать. Потому что я еще не все, еще не закончил моя жизнь. Еще поживу. Вот такой ответ. Нет. Может, в ваших глазах я знал там низкое или плохой стал. Нет. Почему еще? Алтавок жертв еще есть. Нет, это не жертва. Вы же сейчас можете что-то сделать, то есть вы, в принципе, можете работать руками. То есть, может быть, у вас с ребенком появился бы какой-то смысл другие смыслы. Вот я говорю, толчок. Ради кого-то чего-то потом засветился. Ну, а нет вот этого представителя противоположного, говорится, пола, чтобы на нем, говорится, затыкается и ориентироваться на ней, и потом что-то... Ну нету этого объекта. Ну если нет, то что я буду сейчас навязываться, как маньяк, вставать или надоедать, или подругу староваться. А если бы, допустим, вот взять ребенка какого-то на попечительство, это же тоже бы смысл был? Нет, я не взял. Нет такой принцип. Обижайтесь, не обижайтесь. Не, я не обижаюсь, я спрашиваю. Нет. Сразу говорю, нет. Это на самом деле очень сложный вопрос. Да. Я сам не знаю на него ответ. И это очень сложно. Нет. Если был у меня кто-то, вот первый ребенок, второго взял бы. А пока нет никого, взял к ним. А вот если был первый, поспорь, пусть второй будет. А они там сидели, играли, ругались. Играли, вот это можно. А вот то, что вам, ну, допустим, приносят какие-то подарки, какие-то продукты, консервы, вы не считаете, что это за то добро, которое вы делали раньше? Вот они так же и говорят. Я просто раздвинул, говорит, не надо хвастаться. Я просто когда тоже так делал. Ну не всегда бы делал, просили так дал. А может они говорят, может поэтому теперь и мы вот так вам даем, говорят они мне. Тогда вы просто должны с благодарностью брать и все. Вот беру, но это уже неудобно, это уже стыдно. Ну как-то я и без этого могу прожить. Но если берут, дают, ну уже сколько, уже лет 5 мне будет, хватит. А сколько у вас пенсия? 9. 9 тысяч. Сегодня получил.
Ну, 9 тысяч вам, в принципе, хватает. на Хватает, но и брать уже совесть не позволяет. месяц. Не, я имею в виду, вот этих денег вам хватает. А вот куда вы тратите деньги? Какие у вас потребности? Ну, в основном на еду уходит. Одежда, видите, мы полная одежда. Все, я никуда не одеваю. На дорогу никуда не выезжаю. Получается только на еду. Ну, вот сейчас вы к брату едете, вы же тоже с собой что возьмете? Возьму. На это два часа я психолог, если подбей, приеду, всегда это порядок. Минус плюс. Ну, и читайте, от этого остается 7,5. И что потом? 7,5 первых 2 недели. Ура! Колбаса. А что вы покупаете? Что вот вам нравится? Первое время такое, что-то сильно хочется, дорогой бьет. А последний... А что это дорогой? Ну, вот это колбасная колбаса берется, 160 рублей, там килограмм, который не колбаса. Но все равно хочется организм, мясо не позволишь, хотя бы на деньги мясо купить, но я беру не колбасу. Не знаю почему. Потому что легкий фиртер взял, смотрел, поставил, пожарился. А мясо надо и надо водить, на барине. А потом это остальные 2 недели идешь, живешь широкой ногой, говорится. А потом начинается неделя последняя, вода хлеб. Вот тут ремень затягиваешь. А вот эти консервы, которые есть, они же вам помогают? То есть? Теперь помогает. Помогут. А когда их не было, не хватало, тогда живешь именно вот последний, тянешь лямку. Когда вот я дорадом супах, это не вкусный. Понимаешь, ты варил и ел копеечкой. Да, не видно. Да, все. А так, теперь, конечно, тебе такого куда не хватит. Ну, с головой. А Новый год вы где будете отмечать? Я всегда один, вечно один, потому что я же один. Никуда я не приезжаю, никуда не хожу. Я вообще по жизни просто сейчас оторвался. Это тоже раз в 10 лет учился. Что я А, не ездил давно. а братья вам звонят, ну как просто, Нет, как дела? сразу говорю, нет. Да, не удивляйтесь, нет. У нас как-то Я не удивляюсь, все уже по углам по щелям разбежались, как Чуковскую Таракани, который болезнь. Вот так и у нас. У нас нет там. Я свой занят сейчас вам на общее обозрение выставляю. Нет, потому что вот так у нас. Папа, мама была, ехали к ним, к родителям. Они не замечали. И я был родитель. Теперь нет, вы что, вы приехали. Сейчас последние 5 лет пьяни. Все. Они спрашивают, а нет. А они между собой общаются? Я не между собой общаюсь. Все разбежались по углам. А это не из-за того, что родителей уже нету и нету, как, ну, ради кого общаться? Они просто, ну вот, каждая семья уже ушла в свою сторону. Все. Ни словами, ни советами, ни осуждениями, ни соединением. Все, люди взрослые. Каждый по 60, по 70 лет. Что им говорить? Если мне 50 сам младше, старшего 70, что говорить? Что ему что-то научишь, чему-то, если он уже в чем-то съемся. Он живет своей жизнью. Мы как и работами, болельщиками. Уже 100 лет. А его дети, ну, также к вам не приходят, ничего, да? И никто не общается. Племянник, как дядя, это как чужой человек. А двоюродные это вообще дальние родственники. Они, наверное, вас и не знают уже, да? Многие и забыли уже. И я к ним ездил. Это уже говорят же, как ты, так и тебе. Но если ты нет, значит и тебе нет. Значит, так устраивает всех. Никакой обиды здесь нет. И у кого-то это более сплоченная другая семья. Вот это что прям не разлей вода. А у кого-то, не только я, это на мне пример не надо такое делать. Но похуже есть семьи, брат с братом бьются. Так что это еще хорошо, что не трогают. Оставляют покой. А Вы не боитесь, что, ну, вам будет плохо там, ну, не знаю, и некому помочь рядом? Ну, было же вот я летом от анемии. Очень плохой был. Еле на телефон добрался, позвонил, и меня забрали. Скорая помощь, это 2 недели лежал. А скорая помощь вас уже знает? Вы как-то у них записаны, или они первый раз к вам приехали? Брали так, уже вливает мне группу много раз, но в этот раз взяли и просто. Приехали, забрали. А так кровь у меня была вот эти 100 для взрослого гемоглобина. Вообще было 20. Я вообще уже крови там не было. Я бы из белой был как бы. Вы вообще думали, что будет после жизни? Вы об этом думаете? Ну, как говорится, никто не доказал, что Бог есть, никто не доказал, что Бога нет. Каждый живет
В своей мысли. В душе все мы верим, держимся. Но вот во снах вам же родители приходят, Вот. вы это как-то это интерпретируете Да. или это просто как сон? Нет, они мне как бы сигнал дают. Я помню, было вот перед этим, как я свалился, совсем уже плохой. Первый раз они не целый месяц, они каждый день приходили мне, мама, папа, напоминали. И во сне мама говорила, что живая была. Если ты у покойного, то, что тебе он дает, ты берешь у него и кушаешь, это значит, это тот свет. Я вот мама приготовила во сне, дала мне что-то поесть. Я взял, поел. Утром просыпаюсь, чуть ли голыми ногами, как говорится, босоногим, чуть ли на ужане, на гадюке не наступил. Она жёчком лежала на столбцепёке, на маленький там. А если наступил, он меня укусил. Я чуть-чуть, вот так, и как будто кто-то Бог оберег. Они как бы предостерегали меня. И вот, это первый. Второй раз они снились мне тоже. Опять мама что-то приготовила, я мне взял, поел. И вот это за ними и было. Я уже падал, я уже умирал. Все, я уже хрипел. Вот. И вот это второй. Они как бы намекают мне, предупреждают. Я во сне резко чего у нее брался. И вот 2 раза у нее брал, 2 раза вот, гадюка. Это вроде суеверия, но Но это получается, они в каком-то месте находятся? Или это просто ваше сознание, ваша память? они во сне мне приходят, место, где мне указано точно. Ну вот вы по ощущениям не понимаете, да, что это? Это просто они видят, что они есть. А какой там дом, улица, какой город. И это нету там точного такого пояснения. Вот именно человек во сне появляется, вижу их образы, вижу их лица, их действия, что делают, все. А что там за коридор, дом, дворец, сарай, не видно. Просто темное такое помещение. Это для меня удивительно. И после этого вот сегодня мне опять приснились. Сегодня снились. А потом это все вы смонтажируете, да? Да. Музыку положите, лишние слова уберете. И это ичок, это где это потом все это можно лицезреть? В интернете? Ну, мы на YouTube залезали. Слушайте, вы так приукрасьте меня с такого ракурса, чтобы я там не облажался. А вот вы когда-нибудь поставите это все в интернет, ох, кто-то меня узнает, аж приятно будет. Правда, там подкорректируйте, Мария, что такой чушь всякую там не нес. Когда-нибудь, у меня нет возможности. Почему нравится? Как будто я что-то такое противоестественное совершил. Нет у меня возможности. А вы сами, ну, себе хотели бы башташ? А это для меня не главное. Главное, чтобы человек оказался вовремя погребенным. Без всяких там опозданий, нарушений и всяких проблем всяких действий. А бывает же так, как собаку закопают, вот этого не хотел бы себя. А остальное, пожалуйста. Главное, в земле как в Азии. В земле ведь сейчас там тоже уже башташ, тогда не было. Главное, похоронили, все. Уже человек, как говорится, спокойно. Тот, который совершил там, похоронил человека, отправил в последний путь. А если человека не так, как положено, похоронили, то уже, конечно, твоя совесть. Они, короче, все сделали, только башташ нет. Но это тоже дело поправимо. Сколько там стоит денег надо? 20 тысяч, 30 тысяч. Сейчас за это никто тебя не подгоняет. Главное, сами где находится эта монетка. Все. Ну, вы знаете, а вас не будет, уже никто не будет знать. Ну, значит, на этом. Вот внуки захотят узнать, где Хартана лежит, и они же не К тому найдут. времени, пока внуки младшие станут, уж найдется копеечка, извините. Это уж, Ну, в принципе, вы же и умирать не собираетесь. пока надо, поэтому еще. Ну, где это? А я мог бы эту тему не затрагивать, но просто о чем говорю, что настолько это такое щепетильное дело, что раз все вовремя должны сделать. Но если не сделать, потом делается. Вы скажите, вас куда нужно подвезти? А все, я здесь пешочком пройду.